Добрый вечер. В эфире первый выпуск программы «Просто колесо». Сегодня для вас работают Владимир Чечер и Валерий Колесников. Валера, скажи, почему стала такая необходимость выделить программу «Просто колесо» в отдельный вот такой блок? Дело в том, что у нас приходило некоторое количество писем с претензиями о том, что музыкалки, в общем, не очень интересные, повторяются часто. И поэтому мы решили попробовать сделать такую отдельную программу, которая будет ставить, перед собой задачу вызывать какие-то споры, различные мнения сталкивать друг с другом. То есть дело в том, что наша публика не только в нашем городе, а вообще в стране не отвыкла, а просто не привыкла к программам, которые выражают какую-то отдельную точку мнения данного конкретного человека. И постоянное нарекание: одни требуют показывать хэви-метал, другие требуют ласковый май. И я хочу попробовать сейчас сделать программу, которая будет показывать то, что нравится, допустим, мне. И потом, по ходу того, как мое мнение будет сталкиваться с какими-то другими, посредством писем или посредством личных встреч, эта программа будет накручиваться, и я думаю, это будет очень интересно. То есть, Валер, если раньше эта программа входила в состав программы «Добрый вечер, Нерюнгри», она где-то была 5-минутным блоком, то где, в принципе, было даже по времени невозможно ответить на все письма, поднять все интересующие вопросы, то мы сейчас решили сделать, программу, отдельную программу. Она у нас заявлена как молодежно-музыкальная программа, где будут рассматриваться не только вопросы музыки, но, видимо, даже какие-то проблемы, связанные с подрастающим нашим поколением нашего города. Кстати, у них очень много проблем, в частности, проблемы музыкальные, постоянные. Люди не знают даже, что им выбрать. То есть поток информации, который идет по центральному телевидению, он очень односторонний. И, в принципе, рок как таковой, рок-музыку, хороший рок-н-ролл там очень редко показывают. И может быть, мы попробуем здесь показывать что-то интересное. Да, еще раньше у нас программа шла практически без видеоряда. Сейчас мы будем включать обязательно какие-то клипы, музыкальные номера уже, чтобы она не только рассказывать, но и показывать. Да. И кстати, для начала можно было бы показать одну очень хорошую такую редкую вещь. Это видеоклип, который был записан в 1965 году группой The Who. И называется он «My Generation», «Мое поколение». Кстати, также называется песня у Кости Кинчева. И где-то половину текста он подзанял у Пита Тауншенда. Это очень интересная вещь, очень редкая, кстати. И я думаю, что будет посмотреть интересно этот музыкальный номер не только людям, которые, так сказать, нашего возраста, которые прекрасно знают эту группу, но и молодым, которые, может быть, даже и не слышали про эту группу. Да, это зарождение рок-н-ролла, это как раз классика. То, что у нас кто-то любит Баха, кто-то любит The Who и Beatles, и это тоже называется уже классика. То есть это уже прошла эта музыка проверку временем, и я думаю, что это останется надолго. Валера, можно что-нибудь посвежее такое, что уже ближе нашему Можно, зрителю? конечно. Сейчас, в частности, доминирует на американской сцене такая музыка танцевальная, и в частности Джанет Джексон и Мадонна, и тот же Майкл Джексон, суперзвезда, они не столько поют, сколько танцуют, и это сейчас самое модное направление, именно визуальное сопровождение концерта очень мощное. И Мадонна сейчас, после скандальной своей пластинки «Like a Prayer», словно молитва, где она оживляла чернокожего Иисуса Христа своим поцелуем, решила не выпускать новых альбомов пока. И в конце года буквально вышел такой подарок поклонникам Мадонны, альбом ее лучших вещей, и очень интересный, там все ее самые крутые хиты собраны, и один из них мы можем сейчас посмотреть, он называется «Vogue. Мода», и как раз связан с тем, что одно время наша пресса писала, что сейчас входят в моду кофточки, которые, в принципе, можно только назвать кофточками, потому что они ничего не закрывают. Как раз Мадонна в этом клипе. И, в принципе, Мадонну знают все, представители отечественного
отечественной рок-музыки, поп-музыки? Или это связано с какими-то сложностями? Да, вот мы пару раз пытались совмещать советскую музыку и зарубежную, но все дело в том, что ты знаешь свою аппаратуру, она работает в системе PAL, а все советские записи идут в системе SICAM, и очень сложно совмещать их, потому Да, что... чисто технически есть определенные сложности, но мы в дальнейшем, конечно, Да, мы попробуем постараемся решить эти вопросы. что-то придумать. Поэтому, в общем, советского пока не будет, к сожалению. Во всяком случае, в сегодняшней К сожалению, программе. да, в сегодняшней программе. Это пробный выпуск. Мы решили не делать его большим по времени, просто заинтересовать зрителя, чтобы иметь обратную связь. Пишите нам, мы уже будем работать уже как отвечать на вопросы, Да. уже знать, что вас интересует, как-то готовиться на основании тех результатов, тех писем, которые вы нам присылаете. Ну, то есть, да, то есть, чтобы это был просто не монолог, там, мой или наш диалог с Володей, а чтобы это был диалог ваш и наш. Тогда будет намного интереснее работать, и вам будет намного интереснее смотреть, и нам будет какой-то материал для работы. Потому что можно, конечно, набрать вот пачку кассет. Да, и что-то показать придумать ничего. там, что вот нам с тобой с Валерой нравится, мы будем ставить вам и все это пичкать на экран. Так что давайте работать вместе, чтобы программа была интересная. И хотелось бы так делать, чтобы нам легче было разбираться в редакционной почте. Делать пометку на конвертах, что специально для программы «Просто колесо». Или кружочек такой маленький рисовать. Мы планируем, что наша программа будет выходить 2 раза в месяц. Вот этот выпуск у нас вышел в воскресенье, но в принципе планируется, что программа будет выходить каждую 2-ю и 4-ю субботу каждого месяца. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего хорошего.